Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Сегодня в программе. Время созидать. Активу Очимчирского района представлен новый руководитель. Третье место по заболеваемости COVID-19. Репортаж об эпидситуации в сфере образования. Прирожденный лидер и бесстрашный воин. 13 апреля исполнилось бы 56 лет герою Абхазии Хамзату Ханкарову. Президент Аслан Бжаня представил активу Очимчирского района нового исполняющего обязанности главы районной администрации Беслана Бигвава. Президент охарактеризовал нового руководителя как опытного и профессионального работника. Аслан Бжаня нацелил Беслана Бигвава на результат, призванный улучшить социально-экономическое положение в районе. Исполняющий обязанности главы администрации Очимчирского района Беслан Бигвава поблагодарил президента за оказанное ему доверие и заверил, что сделает все от него зависящее для решения поставленных задач. Аслан Бжаня призвал жителей Очимчирского района в преддверии курортного сезона провести генеральную уборку территории, отметив, что в этом году ожидается большой поток туристов, в том числе и в Восточную Абхазию. В районе уже реализуется очень серьезный инвестиционный проект «База отдыха» в селе Тамыш. Задача государства – создавать условия для привлечения инвестиций и создания благоприятных условий. В районе огромное количество пустующих земель, не дающих никакого экономического эффекта. Речь не идет о продаже земли, а об эффективном ее использовании, подчеркнул Аслан Бжаня. Девидрует, Очимчира дит, Очимчира даадзет, обстатагла заша, оно удавизи ходом экзит, убрямиштах, царайцет, урстула усуид, ехапи обещал усавиозар, а пусть ему по усуичкара, бизнесичкара, нас быс игирт убряд пало растарапа. Пришло время созидать. Вот я заехал на территорию нашего района, и у нас очень много преимуществ. К сожалению, получилось так, что Гагарский район, Гудаутский район, вот заезжаешь в эти районы, там не менее красиво, но в связи с тем, что люди вели хаотичное строительство вдоль трассы, там очень много испорчено. И тяжело будет все это исправить. Вот в нашем районе картина совершенно другая. Мы вот в ближайшие 1,5 месяца у въезда в район в Очимчирский сделаем специально щит такой красивый или памятный знак, в котором будет написано, что приехали в Очимчирский район, район, который является наиболее экологически чистым районом. В этом году у нас будет большой поток туристов. Вы все знаете о том, что в нашем районе реализуется очень крупный инвестиционный проект, благодаря нашим российским друзьям и партнерам. У истоков этого проекта находится поручение президента Путина. Когда я встречался с ним 12 ноября в Сочи, я его попросил, чтобы мы все время не ходили с протянутой рукой, чтобы он обозначил несколько крупных бизнесменов, дали им поручение с тем, чтобы они вошли на территорию Абхазии с инвестициями. Убрать свой алот, фюни фюба, тип инерехана, техаус руэтава, убрыза проект кохбав по Очимчир районе Ахцаром. Убрызик Ахцар цезехана, это хуб, ахацгылары, айзытрюры. Ахверасумов фюрафях, абсну худжзак и харцезехан, хотя бы надо будет провести генеральную уборку. Что я имею в виду? Уже в течение 5 лет нет денег, нет финансирования на очистку придорожной инфраструктуры. Ну, тамышцы вам пример покажут. От Зюбжа, Кандага, трасса Анилхо, надеюсь, не подведете. А в Ачкун Софимами, самосвал Хапшаует, Хайцхара, на уборку территории вдоль трассы надо будет сделать. В этом году будет большой поток. Вы заавчите, сосыху нагзум, хазахну безаавчите. Вы к Юйбахаз, строительство вдоль трассы, только по согласованным чертежам и проектам. Единый стиль.
национальный колорит должен быть. Все, что построено, закон обратной силы не имеет, никаких строительных работ вдоль трассы вестись больше не будет. Без согласования. В течение 3 месяцев будет единая концепция. А проблема хазлашавиус, я хазимец без проблема. Амза жох, прелинеркна, амза к майнза, ала шара да ханхарц тахет сешилус казусами, абсомилату сиргбабхет остаться без света. Потому что ари майнер хайо чуиз бахурхазом маката анердирвет. Уйдертидзом. Уйдадертубдертидзом, ала шара аннцалак, афине нилагулок администрация, она президент, ан халашара нцветха. А президент на генератор книртидзом, алашара не производит. Я хасхаш алашара окоп, меры здесь не принимались должным образом. Не только в этом районе, по всей Абхазии. Каждый будет платить по счетам, и каждый будет иметь то, что он заслужил. Мы имели тот объем, который нам должен был хватить. Не надо жалеть никого. Глава администрации села должен понимать, что он обеспечивает интересы всех жителей села, а не отдельных групп в этом селе. Вот 5 человек там зарабатывают на майнинге, а 695 в Киндиге не имеют ничего. И эти 5 человек, которые зарабатывают, наплевали на 695 человек. Это прописная истина. А меры не были приняты. Илкани хамами, тяжело живется. Мы же хотим, чтобы у нас были рабочие места. Мы же ищем заработную плату. А где она возьмется, если человек, который ведет бизнес-деятельность, не заплатит налоги? Эту историю надо будет укрепить. Надо посмотреть, сколько предприятий зарегистрировано. Еще раз, это в адрес нового главы я уже говорю. Эти вопросы, на которые надо будет отметить. Посмотреть, сколько предприятий зарегистрировано, сколько они платят, платят или нет. У нас налоговое законодательство щадящее. Достаточно гибко относимся к проблеме, которую испытывают рыбаки. Они являются сегодня главными, да, у нас, скажем так, источниками бюджета, наполнения бюджета. Но в этом году ситуация плохая. Мы же это понимаем, за горло же никто никого не берет. Но вся эта деятельность хозяйственная, которая ведется, она должна быть прозрачной, и платежи должны идти. Это имеет непосредственное отношение к деятельности прокуратуры в том числе. Алла шара проблема гехапха хазбот, харатахума ваам тагот, усялтит, а политика хаджин, а проблема курицбер расак хаджзамес, алла шара отрасль пара дара цуне тахуб, ико по формуле учазнейша, для того, чтобы случился тот или иной проект, его надо финансировать. Значит, денег, если нет, надо привлекать людей с деньгами. Значит, они будут претендовать на часть этой собственности. По-другому в капиталистическом мире экономика не работает. А мы живем в капиталистическом мире. Эти гехода таглазаща. А брисарисхо авиак панахагзот из банка хацхрававаоп, а чимчира район дара иштицвет из банка аэропорта усурнеоп. Аэропорт усура вы мзрелы узаатазом вы хатхалот путрам так. Но этот проект тоже будет реализован. Глава района, районное собрание, главы сел, уважаемые коллеги, имеете полное право, это будет поощряться, приглашать в села инвесторов, зарабатывайте деньги. Только все инвестиционные проекты в районе, которые будут реализованы, должны быть на учете. Государство должно будет контролировать с тем, чтобы помогать, а не мешать. С тем, чтобы потом инвестора не обидели, с тем, чтобы ему не нарисовали одни условия, а его не поставили перед другим выбором. Президент Аслан Бжаня принял отчет советника по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмага Аджинджал, который по поручению главы государства в городах Майкоп, Нальчик и Владикавказ посетил семьи безвременно ушедших по болезни добровольцев, передал им соболезнования и финансовую поддержку от руководства Абхазии. Как сообщает пресс-служба президента, изучив представленные в отчете материалы, Аслан Бжаня отметил, что если не получилось охватить все республики в рамках одного визита, то в свой следующий визит на Северный Кавказ его советник обязательно должен будет посетить и другие республики Северного Кавказа, а также Южную Осетию.
В Нальчике прошел вечер памяти заслуженного деятеля науки КБР, доктора исторических наук Барасби Бгажнокова, на котором выступил Рисмаг Аджинжа. Он зачитал соболезнования семье Бгажнокова от президента Абхазии и передал родному брату Бгажнокова ордена Ахтапша второй степени, которого был удостоен Барасби Хачимович. Президент отметил необходимость дальнейшего укрепления связей с братскими республиками Северного Кавказа. Передачу о поездке советника президента по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмага Аджинжа на Северный Кавказ смотрите после выпуска новостей в рубрике «Амшип Шараяцу». В Сухум прибыла очередная партия гуманитарного груза, предоставленного Всемирной организацией здравоохранения. В состав груза входят средства для проведения тестирования на коронавирус, кислородные концентраторы, медицинские халаты и контрольно-диагностические приборы для измерения уровня насыщения крови кислородом. Гуманитарная помощь направлена в Республиканскую бактериологическую лабораторию СЭС, а также в больницы, где проходит лечение больных с COVID-19. Данные средства приобретены непосредственно из фондов ВОЗ при финансовой поддержке Европейского Союза. Вот уже несколько месяцев, как в республике возобновился учебный процесс. Все это время в образовательных учреждениях организована специальная система обучения с соблюдением санитарных норм. Какова на сегодняшний день эпидемситуация в сфере образования, в частности в АГУ, узнавала наша съемочная группа. Репортаж Гугуцы Вардания. Без масок в Абхазский государственный университет не пускают. С тех пор, как учеба возобновилась, у входа в здание постоянный контроль. Проверяют соблюдение санитарных норм и во время занятий. Вы не заходили с маской? Где вас у нас? На занятие заглянула и наша съемочная группа. Сейчас в этой аудитории идет лекция по теории обучения младших школьников. Второй курс педагогического факультета только что возобновил учебу. Двухнедельный карантин здесь объявили после того, как на курсе студентка заболела коронавирусом. Даже несмотря на то, что девушка заболела, не будучи в университете. Я ходила на учебу, я была у своей тети в Гудауте. И когда у меня поднялась температура, но я вообще не думала, что это коронавирус, и я подумала, просто обычный грипп, все болеют гриппом. А тогда мы решили всей семьей сдать тест, у меня пришел положительный. Я сообщила в университет, что больше не буду ходить, 2 недели на карантине буду сидеть, я просидела как нужно, даже больше 2 недель. Вот первый день их учебы, вот как видите, все в масках, мы, естественно, тоже все в масках. Помещение у нас большое, мы постоянно его проветриваем. Система обучения в АГУ организована так, чтобы не создавать массового скопления. Студенты с разных курсов и групп приходят в разное время и разные дни. Именно благодаря этому на курсе больше никто не заболел. В случае, если учащийся обнаружил у себя симптомы COVID-19, он заранее сообщает об этом в деканат. Студенты стараются соблюдать меры предосторожности, хотя, по их словам, иногда бывает сложно. Если честно, чуть-чуть сложно, сидеть в масках, но раз надо, то надо, сидим. На лекциях мы сидим, соответственно, в масках, а когда появляется возможность выходить на улицу, соответственно, мы снимаем, чтобы могли хоть чуть-чуть как-то подышать воздухом. А это второй курс экономического факультета. Здесь COVID-19 переболели 5 человек, уходили на карантин. Но сейчас занятия проходят в обычном режиме. У нас постоянно проветривается помещение, ребята сидят в масках и сидят, посмотрите, с установленными, расстоянием между ними, каждый сидит отдельно. В принципе, мы периодически проветриваем, каждый час у нас идет полная вентиляция помещения, и все время идет вентиляция. Отсутствующих вообще много? Нет, у нас полноценная, 100% посещаемость, у нас ребята еще переболели все в декабре, как-то вот так поэтапно, а сейчас, как вы видите, аудитория вся полная, в полном режиме мы проводим лекции. По данным Сухумской СЭС, сейчас в университете болеет 3 студента, 1 преподаватель и 1 лаборант. Что касается школ, то по городу болеет 6 школьников, 4 в первой школе и 2 в частных. В образовательных учреждениях по городу 3 человека. Суммарно в городе и в районе всего 18 заболевших COVID-19. По словам главного санитарного врача Сухума Аллы Беляевой, статистика такова. Первое место по заболеваемости в столице занимают пенсионеры. На данный момент болеет 20
28 человек. На втором месте домохозяйки – 20 человек. На третьем – школьники. Но, как подчеркнула Алла Беляева, санитарные нормы не соблюдает ни одна категория граждан. Особенно беспокоит ситуация в общественном транспорте. 9 апреля в целях защиты здоровья граждан и недопущения распространения COVID-19 руководство страны продлило ограничительные меры. Врачи не устают обращаться к жителям республики, соблюдать меры предосторожности. Гугуца Вардания, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. Россия ограничила авиасообщение с Турцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера российского правительства Татьяну Голикову. Под ограничительные меры попадают на как чартерные, так и регулярные рейсы, запланированные с 15 апреля по 1 июня. Решение принято из-за резкого ухудшения ситуации в стране. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. По сообщению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, большинство заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся на родину, приезжают из Турции. Больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны. В Ростуризме настоятельно рекомендуют гражданам, купившим путевку с датами отдыха до 1 июня, перенести поездку на более поздние сроки или поменять направление. Подведены итоги выборов в органы местного самоуправления города Сухум. Выборы депутатов в Сухумское городское собрание не состоялись в 4 избирательных округах, сообщили в пресс-службе СКС. Всего в выборах приняли участие 29,97% избирателей. На избирательные участки пришли всего 11 934 человека, хотя по спискам их более 39 тысяч, сообщил председатель избиркома Адгурлак Вилава. По его словам, ни одного протокола о каких-либо нарушениях в процессе голосования составлено не было. Выборы не состоялись во 2, 11, 12 и 18 округах. Депутатами Сухумского городского собрания избраны в округе номер 1 Инал-Тужба, в округе номер 3 Саида Ашуба, номер 4 Инал-Кишмария, номер 5 Давич Хиидзе, номер 6 Лаша Зарандия, в округе номер 7 Беслан Квициния, номер 8 Дмитрий Осия, номер 9 Варлам Джопуа, в округе номер 10 Аик Калинджан, номер 13 Иракли Харчилава, номер 14 Нарсу Салакай, номер 15 Асида Дбар, номер 16 Игорь Бирая, в округе номер 17 Виктор Акуция и в округе номер 19 Роман Кутарба. 13 апреля исполнилось бы 56 лет легендарному воину-добровольцу из Чечни, одному из идеологов Конфедерации народов Кавказа Хамзату Ханкарову. Именно он возглавлял группу добровольцев из Чечни, прибывшую на подмогу абхазским братьям в самом начале войны, летом 1992 года. Кроме того, Хамзат Ханкаров известен военными песнями о свободе и независимости абхазских и кавказских народов, завоевавших поистине всенародную любовь. Смотрите репортаж Эсмы Голанзе. Имя народного героя Хамзата Ханкарова связано с деятельностью Конфедерации народов Кавказа, организации, которая внесла весомый вклад в победу Абхазии над грузинскими оккупантами. В частности, конфедерация стала центром добровольческого движения Северного Кавказа. Чеченцу Хамзату Ханкарову самой судьбой было предназначено вести людей за собой. Он был прирожденным лидером, умел заражать идеей свободы, которой горел сам. Мы кавказцы, прежде всего. Кавказцы всегда считали самой достойной смерти для мужчины. Это было и раньше. Это смерть в бою, это смерть, тем более за свободу своей земли. Война продолжается. И я надеюсь, что с помощью Всевышнего в первую очередь все свои замыслы возлагаем на него, и мы будем стараться. И я думаю, что абсолютно убежден, что победа будет за нами. Во время Отечественной войны народы Абхазии Хамзат Ханкаров показал себя не только как бесстрашный воин. Вместе с чеченским бардом имамом Алим Султановым он исполнял военные песни собственного сочинения. В них боль за судьбу нашей Родины, память о павших и обращение к будущим поколениям. Эти военные кадры были сняты сотрудниками абхазского телевидения, журналистом Ириной Агрба и оператором Мизаном Ломия. В годы войны Ирина Агрба делала очерки о добровольцах, которые бок о бок сражались с абхазами против грузинских оккупантов. Одним из таких героев был Хамзат Ханкаров.
Ждали его буквально много часов, уже вот 11 вечера, 12 ночи, час ночи, а мы все его ждем. Ребята из батальона, они сказали, что он поехал на совещание у Арзенба, значит, идет совещание, и он там задержался. Но сам факт тоже очень важный, потому что он на самом деле общался близко с Владиславом Григорьевичем. Приехал ночью, где-то около часу ночи, по-моему, мы начали готовиться к съемкам, очень уставший, но все же, вот хотя он тоже такой супертым таким характером был человек, и сказал, ну, давайте в другой день. Сказал, нет, просто нет, да, вот так вот. И он взял гитару, сел и начал петь. Записывали немножко тяжело, потому что ребята, которые как бы рядом сидели и вдохновлялись, они ему одновременно и мешали, у кого-то все время костыли падали, мы поднимали. В общем, много шума и так далее. Тем не менее, мы записали большую серию вот его песен. Ребят, конечно, когда мы снимали, он не один был в кадре, конечно, в окружении, как обычно, все садились и на припевах все подпевали. Да, это... Чтобы это все снять, конечно, одной камерой мы всегда работали, там возможности не было в то время одной камерой и без дублей, и хочется его как бы в кадре держать, и окружающих, их восприятие, конечно, было сложно. Но как-то панорамно все это одним кадром, не выключая камеру. Серия военно-патриотических песен вызвала у людей яркий эмоциональный отклик. Они стали по-настоящему народными. Их пели на фронте и в тылу, везде, где бились за свободу. Они стали таким вот толчком, и затем символом, скажем, нашего оптимизма, нашей надежды. И особенно это касается песни, которая известна как гимн Кавказа. «Вставайте, вставайте, Кавказа сыны», да, вот это. Вот. Эта песня, ну, это Ханкаров весь, вот, да, вот его идейные вот эти убеждения, и, видимо, это часть того, как он видел вообще Кавказ, его отношение к Кавказу и так далее. Вот, и впервые гимн Кавказа я вот включила в свою субботнюю передачу военную, которая называлась «Вместе через беду», и она была полностью посвящена, значит, добровольческой теме. И после этого нам часто очень звонили и просили именно эту песню, хотя мне многие его другие песни тоже нравятся, «Мамзышха» там и так далее. Хамзат Ханкаров был по-настоящему идейным человеком, отстаивающим свою правду всегда и везде. Ему были свойственны выдержка и твердость характера. Кроме того, его можно назвать интеллектуалом, ведь он был прекрасно образован. В беседе, в спорах и так далее он так легко свою позицию не уступал. И свою позицию и свои взгляды, кстати, он высказывал очень аргументированно. Это очень подкупало. Но у меня вот сложилось все-таки такое впечатление после всех вот этих лет, которые мы пережили, что, ну, может быть, еще исходя из опыта, который дает нам история, что идеалисты типа Ханкарова, они, к сожалению, долго не живут, и жизнь их вряд ли счастливо когда-либо складывается. Хамзат Ханкаров погиб в 1994 году в Грозном во время спецоперации. Через полгода после его гибели вспыхнула война в Чечне. Несмотря на то, что Хамзат Ханкаров прожил недолгую жизнь, он навсегда останется легендарным героем-воином. Эсма Голанзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. 28 лет назад, 23 апреля, на Гумистинском фронте героически погибли члены группы Гены Карданова, добровольцы из Кабардино-Балкарии. Подвиг сынов кабардинского народа в Отечественной войне народа Абхазии навсегда останется в истории нашей страны. В нашей сегодняшней программе мы предлагаем вашему вниманию передачу «Вместе через беду», посвященную памяти погибших добровольцев.
К другим новостям. В парламенте состоялось расширенное заседание Комитета по экономической политике и реформам с участием министра туризма Тимураза Хишба, экскурсионных гидов, представителей Государственного таможенного комитета, миграционной службы и других заинтересованных ведомств. Темой встречи стала проблема нелегальной экскурсионной деятельности, которой занимаются частные компании из Краснодарского края, что негативно сказывается на поступлениях налоговых отчислений в бюджет и на занятости местных гидов. Предполагалось, в частности, на законодательном уровне повысить штрафы за нелегальную деятельность. В итоге решили совместно проработать необходимые изменения в нормативно-правовой базе экскурсионной деятельности. В Абхазском государственном университете открылась научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава физико-математического факультета. Конференция разделена на 3 секции – математики, прикладной математики и информатики, физики. Работа по секциям будет продолжена на протяжении недели. С полуночи 13 апреля Черноморэнерго вводит новый график отключения электроэнергии. Теперь свет будут отключать на 1 час в светлое время суток и на 2 часа ночью. Центральная часть Сухума, город Пицунда, поселок Аллахадзе, поселок Бзыб, часть Галского района с часу до 3 часов ночи, с часу до 2 часов дня. Учимчирский, Гулрипшский районы, восточная и центральная части Сухума и Сухумского района, западная часть Гудаутского района с 3 часов ночи до 5 часов утра, с 2 до 3 часов дня. Западная часть города Сухум и Сухумского района, восточная часть Гудаутского района, Галский и Ткварчалский районы, село Мархаул с 5 до 7 часов утра, с 3 до 4 часов дня. Гагарский район и город Гагра с 3 часов ночи до 5 часов утра, с 3 до 4 часов дня. Абхазская теннисистка Амина Аншба в паре с венгеркой Панной Удварди победила в турнире ITF в Кордове, Аргентина, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. В финальном матче они обыграли Барбару Гатику из Чили и Ребекку Перейру из Бразилии со счетом 6-3-6-3. Напомним, что 2 неделями ранее Амина и ее нынешняя партнерша уже выиграли 1 турнир этой серии в парном разряде. Амина могла бы стать и абсолютной победительницей этих соревнований, но в полуфинале в одиночном разряде уступила Панне Удварди со счетом 4-6, 2-6. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 14 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днем 12 градусов, 17 градусов. Температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.